Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Довольно резонансным стало в Абхазии заявление премьера Армении Никола Пашиняна, сделанное им в ходе прямого эфира 24 ноября, когда он отвечал на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территорией. На что армянский лидер ответил, что он в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что они полноценно и однозначно поддерживают единство и государственность Грузии. Отметим также, что Армения в ООН голосовала против резолюции, признающей право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, но с 2019 года показательно не принимает участие в голосовании. По словам Пашиняна, голосование Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнится, чем удовлетворены, как мы понимаем, представители Грузии. Понятно, что имеется в виду, что позиция армянского руководства с 2019 года резко сместилась по западному вектору. Отреагировав на это заявление армянского премьера, президент Аслан Бжани отметил, что подобные заявления делаются под влиянием Запада и, цитата, «противоречат избранному народом Республики Абхазия пути реализации права на развитие в качестве независимого государства». В заявлении отмечено: «Считаем необходимым напомнить премьер-министру Пашиняну, что в Республике Абхазия с уважением относятся ко всему армянскому народу, часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии. Сегодня армянская община в Абхазии представлена в центральных и местных органах власти. Армянский язык и культура поддерживаются государством, свободно функционируют структуры армянской апостольской церкви». Как отмечено в заявлении главы государства, армяне в Абхазии имеют все, что не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли. Мало того, следствием политики Никола Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Республики Армения. Конец цитаты. Также Бжани призвал руководство Армении отказаться от индоктрированной риторики и начать считаться с фактическим положением дел при реализации своей внешней политики. Также депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Ашот Минасян, Галуст Трапезанян, Эрик Рштони и Левон Галустян прокомментировали заявление премьера Армении Никола Пашиняна о полноценной и однозначной поддержке единства и государственности Грузии. Депутаты расценили заявление армянского премьера как демарш против Абхазии. В заявлении депутатов значится: после трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тысяч своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна, но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии. Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому, что еще пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах – это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Карабаха. К сожалению, последующее развитие событий показало, что армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции, в том числе по такому чувствительному для всего армянства вопросу, как существование арцахского государства. В заявлении депутатов также отмечено, что факт исчезновения Арцаха с политической карты мира всецело в кавычках заслуга официального Еревана, сделавшего все для сворачивания идеи строительства суверенной Нагорно-Карабахской республики. Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей родины, Республики Абхазия, говорится в заявлении. Сказанное премьером Армении, безусловно, произвело на нас негативное впечатление и оставило неприятный осадок. К концу своего заявления депутаты напомнили Пашиняну, что в независимой Апсны проживают 42 тысячи граждан армянской национальности и подчеркнули, что, цитата, «коренным народам созданы все условия для изучения нашего родного языка, сохранения самобытных обычаев и традиций. Мы гордо называем Абхазию своей родиной». Конец цитаты.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также отреагировал на высказывание Пашиняна и заявил, что мнение политика Никола Пашиняна, цитата, «предавшего свой народ», не имеет никакого значения. Так Гаглоев прокомментировал заявление Пашиняна о том, что Армения полноценно признает территориальную целостность Грузии. Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам не интересно мнение таких политиков, отмечено в заявлении. Обсудить эту тему в нашей сегодняшней передаче мы пригласили героя Абхазии Аслана Кубахи. Предлагаем вашему вниманию интервью с ним. Приветствуем вас, Аслан Алексеевич. Я думаю, что вам понятна тема нашего сегодняшнего разговора. Это по следам заявления, которое сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вообще, ваше отношение к этому заявлению для начала? Ну, отношение, как у любого нормального гражданина Абхазии, крайне отрицательное. Она, можно сказать, недружественная. Вот. Какие бы процессы ни происходили в Армении, руководители Армении всегда очень осторожно, даже с уважением к нашему народу всегда относились. Никогда ничего подобного себе не позволяли. Ну, у Пашиняна, этот политический деятель, это человек, который пришел во власть с улицы, и ему казалось, что все это так легко, и за несколько лет про его правления, что в чего превратилась Армения, это известно многим, если не всем. Первым долгом, что жестко была проиграна война с Азербайджаном. Это битый король, который сегодня делает такие вот заявления, что там он чью-то территориальную целостность признает. Первым долгом у него должна голова болеть за свою территорию. Просто он там думает, как дальше с этой Арменией справиться. Потому что Азербайджан на лавре победы в ультимативной форме разговаривает сегодня с Арменией. Кто следит за политикой, это знает. Я вот перед эфиром я рассказывал, хочу телезрителям рассказать. Карабах они сдали с потрохами. Эта республика уничтожена на этом этапе. И нисколько я четко отслеживаю, потому что я Армению знаю еще с юношеских лет, когда был призван в советской армии, 1,5 года я служил в Ереване. У меня очень много друзей, это очень гордый, уникальный народ. Они очень резко отличаются от тех армян, с которыми нашими гражданами там немножко более жесткие, более принципиальные. А карабахские армяне это вообще горцы, они очень жесткие, а порой даже жестокие. Это факт. Ну, к чему я это все говорю? Ну, вот, и... То есть вы имеете в виду, что вот эта сама мысль, что, понимаете, почему вот произошло? Почему-то за очень короткое время пух и пах была разбита, хотя они это отрицают, что всего лишь разбита была Карабахская армия, а вот армянские военнослужащие не принимали в этом участие, это чистой воды ложь, конечно. И армяне принимали с Армении, вооруженные силы Армении тоже принимали участие, но азербайджанская армия жестко не просто отвоевала 6 или 7 районов своих, а еще полностью захватила Нагорный Карабах. И вот на ваш взгляд это была сдача Карабаха, конечно, да? Не то, что на мой взгляд. И тот, кто следит за процессами в Армении, там вот, после Первой Карабахской войны, когда армяне одержали ошеломляющую победу над Азербайджаном, там была разбита вся азербайджанская армия, были захвачены, вот, как я говорил, 6 или 7 районов. Вот. Вопрос стал у армян, что дальше делать с Нагорным Карабахом? И вот они разные игры придумывали вокруг Нагорного Карабаха. В итоге доигрались до того, что за 30 лет существования независимого арцахского государства Армения не соизволила его признать даже. А что сделали нагорно-карабахские политики?
Они же ребята отважные, они действительно выиграли войну во главе с Кочаряном, Саргисяном, другими там полевыми командирами. Они просто захватили и сумели, как говорится, прийти во власть республики Армения. И зачем, если они управляют всей Арменией, зачем им Нагорный Карабах и в итоге-то? И что же с приходом Пашиняна произошло там в Армении? Вот что Началась произошло? война между армянами, которые проживают в Армении, и Нагорно-Карабахским кланом. То есть Как было они это такое говорят. внутреннее противостояние? Не противоречие, оно жесткое противоречие, оно еще долго будет продолжаться, чтобы вы запомните мои слова, потому что армяне, чтобы сделать правильный анализ, они должны у себя внутри разобраться. И сдача Нагорного Карабаха – это было дело времени. Это говорили, кстати, между прочим, 3-4 года тому назад, когда я разговаривал с ним, что рано или поздно Пашинян сдаст Нагорный Карабах. Что и произошло. Если с военной точки зрения взять, минимальными потерями Азербайджан одержал победу. Так не может быть. Мало того еще, что многие руководители Нагорно-Карабахской республики, это для всех шок, оказались в плену у Азербайджана. Это очень многое чего. Но вот такой битый король сегодня вот решил, как говорится, на международной площадке сыграть, признать там целостность Грузии. Целостность Грузии и Абхазия признает. Мы признаем целостность Грузии, и Грузия прекрасно знает, где ее границы реальные начинаются, где они заканчиваются. 30 лет абхазское государство, оно независимое. И армяне, кстати, между прочим, я вам могу сказать, я служил в те года, это был 78-80-е годы, когда Лыхнинский вот сход был, здесь были серьезные политические действия. А вы служили в Армении, А я получается? служил в Армении, и когда армяне узнавали, что я абхаз, они всегда говорят: о, супернация. Это один из многих народов Советского Союза еще в советские времена за свою независимость боролась. Это были абхазы. Не каждый народ может похвастаться. Так что никогда не надо, знаете, к нам лезть. Мы к армянам относимся с большим уважением. Все равно я при всех вот этих, они сами разберутся. Или они полностью уничтожат свое государство, или они заново возродятся. А наши армяне, это наши граждане, граждане Республики Абхазия, они в очередной раз им всем доказали: ребята, у нас там своя игра, а вы живете здесь, и мы вместе с ними строим независимое абхазское государство. И в дальнейшем так будет продолжаться. Других вариантов нет. Ну, если теперь смотреть на это немного с другой точки зрения, и вообще, как вам кажется, какую роль сыграла вот во всем, что произошло в Армении, в том числе в потере Нагорного Карабаха, по сути, он перестал существовать, да, на политической карте, даже фактически перестал существовать, можно сказать, сыграл... Фактически он реально существует. Да, я Это реально не существует уже. Да, ну вот я именно это имею в виду. Сыграла такая прозападная позиция Пашиняна, как вам кажется? Да нет, я бы так не сказал. Это никакая она не прозападная. Это, понимаете, это бред сумасшедшего человека. Я не хочу о политических деятелях так говорить, но то, что он творит, это что-то ужасное. Но меня удивляет другое. Ну зачем мы должны вот только Пашиняна обвинять? Пашинян, проиграв войну, заново был переизбран армянами. Значит, они в таком пораженческом состоянии хотят жить. Жить с таким руководителем. Это сегодняшняя позиция тех армян, которые проживают в Республике Армения. Но есть большие друзья Абхазии. Это Союз армян России, наши армяне. Вообще многие армяне к Абхазии всегда с большим уважением относились. Да и Пашинян, слушайте, это битый король, его из одного угла в другой угол гоняют, и он ищет сейчас. Так вот преподносится, как будто Россия... Но, слушайте, все карты, они настолько были биты у армян, что даже Великая Россия при желании ничем им помочь не может. Тот народ, который не сопротивляется, никто ему никогда не поможет. Слушайте, если вы буквально за месяц с лишним проиграли войну вдребезги, какая Россия вам поможет? Никакая Россия тебе не поможет. Это должны знать все, в том числе и абхазы. Что каждый должен быть, если армяне встали бы насмерть,
и бились бы так, как бились абхазы, когда на них напали, сегодня не было бы такого поражения. Ну, слушайте, люди ожидали помощи, реальной помощи от Да, ну в Армении, Нагорном они Карабахе его была не очень, получили. простите, очень сложная ситуация. Они в блокаде были какое-то долгое время. Но И вы имеете в виду, что они должны были я вам, оказывать? знаете, хочу сказать, вот это у нас у некоторых абхазов тоже это присутствует. Я вот бываю в Армении, неоднократно бывал, и последний раз вот это было годиков 4, по-моему, назад, 4-5. Вот общаясь с теми же моими друзьями, я видел вот это, знаете, вот эту бравость, что мы их разбили, мы их там уничтожили, мы, знаете, куда они денутся, мы их буквально в следующий раз, если они дернутся, мы там до Баку дойдем, там всякой этой глупости хватало там. А что, у нас болтунов таких не хватает, которые хотят до Тбилиси дойти и тому подобное. Не такими вещами надо заниматься, а надо своим делом заниматься. По крупицам, понимаете? Враг должен чувствовать. Враг должен чувствовать, что он получит жесткий отпор. Когда враг видит, что противная сторона не готовится к войне, а занимается внутренними разборками, все заканчивается так, как закончилось у Армении в Нагорном Карабахе. У них несколько лет уже эта война идет. Все это закончилось. Алиев помог, наверное, им закончить эту войну. Нагорно-Карабахский клан и чисто армянский клан. Вот доигрались, дошутились, добегались. Вот вы даже не видите, если вы увидите, что официальная пропаганда армянская говорит про жителей Нагорного Карабаха, про их руководителей, про этих людей. Они сегодня союзники Азербайджана. Я ничего против Азербайджана не имею, но это их некровные враги. Они над ними смеются сегодня. Они себя ведут как настоящие союзники Азербайджана. Я не удивлюсь, если в ближайшее время Пашинян на все условия Азербайджана пойдет, ему деваться некуда, и подпишет с ними любой договор, лишь бы как-то остаться у власти. То есть именно такую перспективу вы видите? Да, других вариантов пока нет. Но армяне народ древний, они возрождались много раз из пепла. Это все так, конечно, не останется, со временем другие политические игры будут. Но на этом этапе они вчистую проиграли и в политическом, и в военном плане Азербайджану и Турции. А как вам кажется, вот смотря на эту ситуацию, какие можно вообще извлекать уроки, о чем думать вообще в этом регионе? Абхазия – это не Нагорный Карабах. Абхазия – это Абхазия. Да, конечно. Абхазия – это государство. Знаете, вот наши даже глупости болтать частично признан. Абхазия признана международным сообществом государств. Там их 5, или 7, или 15, или 30 не имеет никакого. Абхазское правительство при всех наших минусах полностью контролирует территорию Абхазии. И вооруженные силы Абхазии, то, что сегодня у Абхазии есть, я могу как человек, который прошел всю ту войну, сказать, никогда у Абхазии не было. Это высококвалифицированные офицеры вооруженных сил Республики Абхазия. Оружие всегда найдется, а вот профессионально подготовленных военных иметь, это дорогого стоит, а их у нас сотнями. Этим я горжусь, я лично как человек, который все это прошел, и мы никогда, знаете, не люблю этих абхазов, и вообще они плохие, для меня они не абхазы, которые говорят, да у нас ничего нет, да мы ничего не умеем, да мы, понимаете, мы таких тоже видели тогда в 92-м году. Куда вы хотите с ними воевать, что вы там, знаете, таких несчастных в нашем обществе есть. Их не надо слушать. Нам каждый рубль нужен на обороноспособность вкладывать. Каждый рубль. Все эти игры надо заканчивать. Потом локоть кусать будет. В смысле, жить по принципу «хочешь мира, готовься к войне»? Не надо этого, понимаешь, не надо хочешь мира, будь всегда, порох держи сухим. Хочешь мира,
Понимаешь, проводи миролюбивую политику. Не надо нам, мы никогда никому не должны грозить. Но мы должны четко понять и друзьям, и недругам, что нас просто так никто не одолеет. Это факт. Этого бояться не надо. Когда мы начнем этого бояться, с нами быстро закончат. Вот что произойдет. Понятно. Такая моя позиция. Аслан Алексеевич, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.